Если современная школа, то обязательно с проектом «Территория семьи». В Башкортостане он набирает обороты, и все больше родителей и их детей обращаются за квалифицированной помощью к специалистам. Обсудим подробно прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами Лейсан Гайсина, руководитель Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Лейсан Зинуровна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, с 2019 года существует проект «Территория семьи» в школах Башкортостана. Видите ли вы эффективность? Да, конечно. В этом проекте мы участвуем с 2020 года. Оказали мы 20 тысяч услуг, но еще хочется сказать, что с 2019 года у нас шла подготовка для участия в данном проекте. И в 2020 году, 6 февраля, наше руководство, учредитель, министр Хажин Айбулат Вакилович, создал региональный координационный центр на базе нашего центра. И мы для координации мы координируем образовательные организации нашей республики, которые участвуют в данном проекте. Вот родители могут получить консультацию педиатра, психиатра, невролога, юрисконсульта, социального педагога, тифлопедагога, сурдопедагога, семейного психолога, клинического психолога, педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда. Спектр очень большой такой, да? Как это все проводится? Кому должен родитель обратиться? Какие показания? Кто это дает, да? И как понять, действительно ли нужно идти к специалисту? Да, наше учреждение работает с детским населением Республики Башкортостан уже многие годы. Раньше мы назывались психологами медико-педагогической консультации, прошли моменты реорганизации, были мы и психологами медико-педагогической комиссии. В 2020 году наше учреждение переходит в новый формат работы. Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. И спектр наших услуг расширяется и ведет работа непосредственно с детьми, с родителями, с образовательными организациями. И когда пригласили на участие нашего учреждения в данном проекте «Современная школа», в проекте образования, мы, конечно, с охоткой согласились, потому что если обращение в ПМПК, допустим, да, Центральный ПМПК Республики Башкортостан, он носит заявительный характер родителя и по разным направлениям, это в первую очередь трудности в обучении, психофизические возможности ребенка, то ли это девиантное поведение, или же обращение педагогических образовательных организаций за методической, за определенной помощью, да, за дополнительной программой развития. Здесь уже непосредственно идет консультация и оказание психолого-педагогической, медицинской, методической и консультативной помощи непосредственно родителю. Спектр услуг очень широкий, так как наш функционал и наши специалисты все включены в процесс консультирования. Если же, например, для прохождения ПМПК необходим перечень документации, методических специализированных заключений с лечебного учреждения, или же представление консилиума, или же педагогические характеристики работы. А в этом случае родитель обращается всего лишь в дистанционном формате, это может быть, допустим, по телефонной связи, интернет-связь, да, или же может точно обращаться, и предусмотрены выездные консультации, то здесь нет такого пакета документов, которые необходимо заполнить или же согласовать, или какие-то вот специализированные документации. А здесь уже непосредственно набирает номер телефона консультационной службы, называет проблему, и это может быть предварительная запись, это может быть тут же, если специалист на месте, да, невыездные какие-то обследования, пригласить и проконсультировать родителя. А вообще это анонимно? Нет, ну, можно быть и анонимно, может родитель назвать свое имя, отчество. Если, допустим, предварительная запись, у нас предусмотрены и анонимные звонки, или запись точно так же. Эффективность консультирования, оказания услуг в чем? Есть проблема, необходимо срочное решение. Любой родитель может набрать номер, услышать хотя бы предварительную помощь, скоординировать себя, направить, куда уже нужно обратиться. Например, если специалист, социальный педагог взял номер обращения родителя, тут же он говорит:
с кем бы вы хотели, скажите проблему, какую помощь вы ждете, что вас интересует, есть ли у вас вопросы. И тут круг вопросов сгруппируется и направляется специалисту. Это, как сказать, в режиме реального времени. Ничего не надо ждать, есть запрос и консультация. Вот по вашим наблюдениям, современные родители, вот наши, да, с которыми вы работаете, они все-таки считают барьером такое обращение к специалистам, либо же они открыты и наоборот они все-таки видят свою главную цель решить проблему, которая есть в семье, да, помочь ребенку, да, и чтобы затем уже таких проблем не было. По вашим наблюдениям, все-таки чаще всего что встречается? В 2020 году мы активно участвовали в этом процессе. Есть определенный мониторинг, есть определенные запросы родителей. Мы можем сказать, что современный родитель все-таки на сегодняшний день подкован, успешно готов и готов к открытому общению. Это мы видим. Если в этом у нас по услугам 20 тысяч мы должны были оказать, у нас чуть больше, потому что почти 21 тысяча услуг было оказано в 2020 году. В первую же очередь это взаимоотношения в семье, психологический климат в семье, трудности в обучении. В основном мы консультируем в области обучения и воспитания ребенка, как помощь психолого-педагогическая, так и методическая, и коррекционной направленности, определенные виды. И здесь мы видим, что проблем очень много, они многогранны. Если кто-то боится, стесняется, есть и те родители, которые готовы прийти очно на консультацию, тот родитель, который открыт и ищет на свои вопросы ответы, они, конечно же, находят и приходят к нам неоднократно. В основном родители как бы обращаются к нам действительно многодетные, потому что необходимо разновозрастные детки. Есть много вопросов по воспитанию подростков сегодня. И одно из таких вот крупных направлений, как бы вопросов, да, мы собираем, это тревожность у детей в подростковом возрасте. А с чем это связано, тревожность? Разные моменты, взаимоотношения со сверстниками, трудности в обучении. И вот последние вот эти моменты жизни, которые мы переживаем в таком обучении в дистанционном формате, вот есть определенные посещения, допустим, каких-то мероприятий, и все-таки детки боятся, например, заразиться, вот такие вот моменты тоже есть. Но в основном от неимения информации и вот нехватка общения. Это чаще тоже всего, вот, да. чаще всего вид. Таких тяжелых проблем не было обращения, а вот действительно совет, консультация и по интересам детей. Такое плечо. Плечо, да. Все-таки родители видят помощь квалифицированную, и они понимают. Поэтапно в процессе развития обучения ребенка ежедневно наступают такие кризисные моменты. И вот при прохождении данных этапов семейной жизни возникают такие трудности. И это нормально. И самое главное – получить своевременно квалифицированную помощь. Сегодня уже мы говорим не о том, что вот есть такие специалисты, пожалуйста, приходите, вот мы вам поможем. Мы больше акцентируем внимание на своевременную помощь. И хочется сказать, что есть как бы положительная динамика, и эффективность заключается именно вот в этом. Надо решить проблему. И мы это решаем. Работаете ли вы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и каковы особенности в этой программе? Мы работаем в рамках ПМПК, в рамках ППМС помощи с детьми. Раз мы учреждение ППМС-центр, несколько слов тоже можно сказать. Оказываем мы
услуги детскому населению и в области образования в первую очередь. Обращаются к нам детки, родители, воспитывающих детей от 0 до 18 лет. Совершеннолетние обучающиеся тоже могут к нам сами обратиться. Здесь мы уже говорим о ранней помощи, комплексное обследование детей разными психофизическими особенностями. Мы здесь уже говорим, вот вы сказали, тифло, сурдопедагог. Многие родители могут быть и не знать, и те, которые воспитывают детей с этими особенностями, конечно же, знают. Нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение речи, также интеллектуальные особенности, детки с задержкой психического развития, расстройство аутистического спектра. Вот, к сожалению, увеличивается рост детей, но слава Богу, что все больше специалисты обращают на это внимание, и родители тоже с интересом включаются в этот процесс совместно с специалистами. И хочу сказать, что несмотря на такие трудности, эти детки ходят в садик по своим психофизическим возможностям, обучаются в школах, в массовых школах, обучаются в коррекционных школах и адаптируются в этой среде. И чтобы определить уровень возможности ребенка, мы как раз и комплексное обследование проводим, прописываем адаптированную образовательную программу. Например, есть в массовых детских садах группы компенсирующие виды, например, с нарушением зрения, слуха, логопедические группы, вот вы знаете. И поэтому мы, определив это специальное образовательное условие, прописываем образовательный маршрут адаптированной программы. И, конечно же, мы работаем с детками с ограниченной возможностями здоровья. Вот они-то и являются. Дети-инвалиды, говорили, с инвалидностью, а также обращаются специалисты, педагоги образовательных организаций, которые обучают этих детей. Буквально одно-два предложения. Время, к сожалению, подходит нашей программы. Универсальное правило для того, чтобы и родителям, и детям было комфортно друг с другом. Вот на ваш взгляд, в чем оно заключается? Профессиональной компетентности. И, пользуясь случаем, хочу сказать номера телефонов. Наверное, можно сказать, консультационная служба территории семьи 284 24 17. Еще раз. 284 24-17. Приглашаем вас услугам, потому что эти услуги для родителей совершенно бесплатные. Государство оплачивает, поэтому-то и мы участвуем в этих грантах. И это неплохое подспорье будет для родителей. Можете обратиться на наш сайт rpmpk-ufa.ru. Всю информацию вы можете там найти. Спасибо вам большое. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. На этом прощаемся. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.